У нас дорожно-транспортное происшествие, пострадавший, зажат в автомобиле, травмы самые тяжелые. Сотрудник Туапсинского пожарно-спасательного отряда МЧС России Михаил Ларионов рассказывает абхазским коллегам легенду учений, согласно которым легковой автомобиль с 3 пассажирами оказался в дорожно-транспортном происшествии. Один из 3 пассажиров с тяжелыми травмами оказался заблокированным в автомобиле. Задача спасателей – как можно быстрее прибыть на место происшествия, деблокировать авто, извлечь пострадавшего и передать его медикам. В подобных случаях, то есть когда происходит ДТП, на место происшествия спасатели выезжают на аварийно-спасательном автомобиле, оснащенный специальной техникой и оборудованием. Гидравлические ножницы, расширитель и домкрат – это основные инструменты, которые необходимы для того, чтобы помочь пострадавшему как можно быстрее выбраться из машины, попавшей в серьезное ДТП. Работа спасателей при дорожно-транспортном происшествии делится на 2 этапа. Первый этап заключается в том, чтобы обеспечить личную безопасность во время проведения спасательной операции. Необходимо правильно установить автомобиль спасателей, определить зону ограждения и обесточить оказавшийся в ДТП автомобиль. Второй этап – обеспечить быстрый доступ к пострадавшим. Следующий этап – обеспечение доступа быстрого к пострадавшему зажатому в автомобиле с целью оказания первой помощи. То есть остановки кровотечения, установка шейного корсета, вот, и деблокирование, то есть по схеме стандартной, разработанной в министерстве, то есть отрывание дверей, полный доступ. То есть основное правило при этом это разбор автомобиля вокруг пострадавшего, а не вытаскивание пострадавшего из автомобиля. То есть удаляется крыша, удаляются стойки, разжимается панель, и пострадавший вытаскивается на носилки и передается врачам скорой помощи. Пока часть спасателей работает над тем, чтобы извлечь пострадавшего из автомобиля, не остаются без внимания и другие пассажиры, которые не получили серьезных травм и сами выбрались из авто. Им спасатели оказывают помощь психологическую. На проведение спасательной операции сотрудникам МЧС Абхазии понадобилось менее 15 минут. Тяжело пострадавший был извлечен из автомобиля и передан в карете скорой помощи. Остальным пассажирам, переживших стресс, была оказана квалифицированная психологическая помощь. Руководители учений подчеркнули, что спасатели успешно справились с поставленной задачей. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян, который лично наблюдал за проведением учений, отметил, что подобный обмен опытом крайне необходим для абхазских спасателей. Наши спасатели были задействованы со всех подразделений республики. Каждый день они сталкиваются практически с дорожно-транспортными происшествиями. Ну, конечно же, отработка действий совместно с российскими специалистами – это как бы получается обмен опытом, и более навыки усовершенствуются. Эти учения стали практической частью учебно-тренировочных занятий, которые проводятся российскими спасателями на базе МЧС Абхазии. Специалисты из России делятся своим опытом по ряду направлений – аварийно-спасательным работам при ДТП, психологическому сопровождению в случае чрезвычайных ситуаций. Параллельно проводятся теоретические и практические занятия в пиротехнической работе. Начались они 30 октября и продлятся до 10 ноября. В них задействованы сотрудники всех районных подразделений МЧС Абхазии.